Решил сделать серию видео на тему, как снять бюджетно-свадебный фильм или бюджетное мероприятие. Имеется в виду, как с наименьшими затратами получить довольно-таки неплохие картинки, видеокартинки с мероприятия или свадьбы. Конечно, когда есть деньги, когда есть много денег, когда есть хорошая аппаратура, понятно, что качество видеосъемок, оно, естественно, лучше, чем бюджетные варианты. Но тем не менее, давайте посмотрим возможности именно бюджетного свадебного фильма, что это такое и каково качество такого продукта, скажем, или такого предложения, которое нередко мы встретим на рынке, скажем, свадебного видео. Я хочу вам показать основные моменты вообще понятия свадебный фильм. Он состоит из нескольких процессов. Но самое главное, конечно, в понятие свадебный фильм входит, естественно, это видеокамера. Без видеокамеры, понятно, нет и фильма. Видеокамеры бывают разные, мы об этом поговорим чуть-чуть, немного, правда, но обозначим основные моменты, не вдаваясь в технические подробности. Далее обязательно нужен опыт видеооператора или опыт видеооператоров, потому что свадьбы могут снимать несколько человек. Естественно, потом видео надо обработать, это процесс обработки или процесс видеомонтажа. И третье, это оформление самого продукта. Ну, имеется в виду, многие записывают на DVD-диск, хотя сейчас уже идея DVD-диска, она уже, на мой взгляд, уже ушла практически. Сейчас уже есть другие носители, но тем не менее люди еще привыкли к компакт-дискам, хотя, я еще раз повторяюсь, компакт-диски это уже, они уже уходят в прошлое. Ну так вот, понятие бюджетно-свадебный фильм мы тут прописали, означает, что мероприятие снимается на недорогую видеокамеру. И вот я тут хочу показать, вот что означает снять на недорогую видеокамеру, показать картинки вот этих вот возможностей. Давайте мы сейчас посмотрим два видео и навскидку попробуйте определить, которая из них снята на профессиональную камеру, а которая на любительскую. Я намеренно убрал звук, чтобы не мешать восприятию качества картинки, как вы это воспринимаете. Ну, видите, цвета, да, обратите внимание на цвет, обратите внимание, что снято это в дождливую погоду, солнца нет, но тут дождик идет. Вот. Это одна картинка свадьбы. А теперь вот кадры от второй видеокамеры, тоже свадебные кадры, и попробуйте теперь определить, что за это камера, профессиональная это или любительская. Также картинка снята на улице, но правда здесь нет дождливой погоды, то есть цвета должны быть очень яркими. Ну вот, по идее, в принципе, уже, наверное, достаточно материала по видео, чтобы сделать для себя какой-то вывод. Обратим внимание на следующее, что я хотел бы вас спросить, которая из картинок она была снята на профессионально. Ну, я думаю, что на самом деле на этот вопрос ответить сложновато. Сложновато, почему? Потому что на самом деле качество картинки, она практически не отличается друг от друга. Я хочу сразу пояснить, что первая картинка, она была снята вот именно на эту камеру Panasonic HC-V720M, то есть фирма Panasonic. Это бюджетная видеокамера, она стоит недорого. И практически каждая семья может позволить себе иметь такую видеокамеру и снимать любые мероприятия, домашние мероприятия, свадебные мероприятия и любые события семьи. А вторая свадьба была снята на видеокамеру вот этого класса называемого полупрофессиональных видеокамер. Не точно Sony X, я просто навскидку примерно показываю. И цена этих камер примерно от 70 тысяч рублей, 80 тысяч рублей и выше.
Конечно, это не 15-20 тысяч, не 30 тысяч. То есть в 2-3 раза дороже эти камеры стоят. И эти видеокамеры именно такого класса. Но на самом деле, вот я имею в виду сейчас вот про эту картинку, предположим, она не сильно отличается, практически даже не отличается от этой картинки, практически не отличается от этой картинки по качеству изображения. А теперь взглянем на следующую картинку и посмотрим, попробуйте опять же угадать, это какая камера, любительская или профессиональная. Картинка также идет без звука. И смотрим теперь вот эту картинку. И попробуйте опять же угадать, какого класса была камера при этой съемке. Это выпускной экзамен, также снято на улице. Цвета такие же яркие, имеется в виду достаточно насыщенности света. Ну и вот я хочу сказать, что первая картинка была снята на вот эту камеру, на Samsung, именно вот конкретно данного класса, данной марки. Вторая картинка была снята на камеру вот такого класса Digital Betacam, компания Sony. Это профессиональные камеры, которые используют обычно телевизионные компании. Но давайте еще раз посмотрим. Вот картинка, камера такого класса. Это профессиональная видеокамера. А вот эта картинка уже была снята на любительскую камеру, на Samsung домашнего бюджетного варианта. Ну и вы видите отличие. Отличия в качестве картинки при дневной съемке практически никакой нет. Конечно, есть разница между профессиональными и любительскими камерами в определенных категориях. Имеется в виду, вот, допустим, конечно, если будете снимать вечером, то при условиях, когда нет хорошей освещенности, конечно, профессиональная камера, она выигрывает относительно любительских, это понятно. Таким образом, мы можем сделать следующий вывод. Бюджетная видеокамера дает хорошее качество видеоряда, и при беглом просмотре отличить от профессиональной камеры почти невозможно. Для бытовых и свадебных съемок качество достаточное и приемлемое. Сейчас я хочу немного поговорить о качестве записи звука на любительские камеры, и вы сами оцените, посмотрите приемлемость вариантов. В данном случае помещение закрыто, говорит один человек, остальные все слушают этого человека. Вот вот кызысагыз ул күз пшигырия, мынчы күз кызы шахсы немсагыз ул шитер юлом шитер. Вот раскройте ладошки и вот подумайте, что бы вы пожелали молодым. Хочется сказать, что если говорит один человек, то речь внятна, она понятна. И нужно заметить, если вы снимаете на бытовую камеру, конечно, надо максимально ближе подойти к говорящему. Тогда на фоне общего воспроизведения звука, но на фоне общего звука речь говорящего она более слышна, чем шумовой фон. Это особенность для бытовых камер. Конечно, и для бытовых камер можно подцепить внешний микрофон, но дело в том, что на свадьбе, когда идет динамический процесс, вообще микрофон прицеплять каждому человеку практически невозможно. Так и с профессиональной камерой тоже не поработаете. Поэтому это вынужденная такая мера, и звук записывается общим таким фоном. Вот это, ну, возможно, это недостаток этой камеры в части вот относительно студийных съемок. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что свадьба это не студийная съемка, это динамический процесс. Давайте посмотрим, как идет звук в другой ситуации, в ситуации на улице, как это можно воспроизвести. А зачем? Чтобы машина останавливается. Вот там это так выживается, но это не прям. Общий фон, он записывается, ну, понятно, все слышно все, что говорят окружающие. Это на улице. Теперь давайте посмотрим, как
записывается звук тамады говорящего человека, звук ведущего уже в помещении через микрофон. Папа девочки берет ружье и стреляет в пол. Когда рождается мальчик, папа опять берет ружье, но уже стреляет в потолок. Я хочу вам пожелать, ребята, чтобы у вас дома и пол, и потолок были как решето. Кто согласен со мной? Все вместе, друзья мои, выше рюмки за то решето, которое они стреляют. Правда же? Все вместе, выше бокалы, дружно. И горько, наконец-то, горько! Ну вот такой звук тамады и всего происходящего уже на самой свадьбе в помещении. Подведем такой общий итог без глубокого анализа по тесту звука. Но он следующий, что микрофоны бюджетных камер, они записывают достаточно внятно, передают звук понятно, если снимать близко, но свадьбы, если снимаете свадьбу, конечно, надо максимально близко подходить к говорящему. Это особенность для бюджетных и не только бюджетных видеокамер. Если вы снимаете в зале, то и там есть звуковые колонки, то тогда, конечно, уже голос говорящего естественным образом выделяется уже из общего шумового фона. Тогда можно снимать в любом конце зала практически, и голос тамады говорящего он всегда запишется, и он будет понятен. Там нужно будет только в процессе монтажа отрегулировать уровень высоты звука. Ну и так вот, завершая вот это видео, подытожим, что запись видеоряда, бытовые камеры, бюджетные камеры, они вполне пригодны для того, чтобы снимать любые мероприятия, в том числе и свадебные, самые важные или одни из важных событий в жизни каждого человека. Картинок достаточно приемлемый, чтобы получить ощущение того, как это все происходило на самом деле. Иначе говоря, ведь человек снимает свадьбу для того, чтобы запомнить и каким-то образом заново получить те ощущения, которые у него были именно в этот момент. И видеокамера, бытовая видеокамера, она в этом смысле выполняет свою функцию очень даже неплохо. Про процесс монтажа, каким образом сохранить качество картинки уже в монтаже и вообще сохраняется ли качество, мы уже поговорим на следующем видеоуроке. А сейчас я вас благодарю за то, что вы посмотрели этот видеоурок до конца. С вами был Сибдей Том.